оказывается в Казани. Здесь на Сабантуе и других народных гуляниях он радуется вместе со всем городом, еще не зная, что через много лет будет уже не Никитой, а Иокинфом и навсегда впишет себя в историю как первый китаевед, просветитель и человек, впервые по-настоящему открывший Китай и Россию друг другу. Балет «Иокинф» создан при поддержке Рустама Минниханова и стал новым произведением легендарного тандема Резиды Ахияровой и Рената Хариса. По словам автора либретто, на создание сподвигла личность Иокинфа Бичурина, которую трудно переоценить. Отец Иокинф, а в миру Никита Яковлевич Бичурин, он один из основоположников российско-китайских отношений по сей день. Это все признают. Это единственный человек в России по сей день, который получил высшие премии России того времени, Демидовскую премию за свои научные изыскания. История его жизни была настолько захватывающей и шагнула так далеко за пределы одной страны, что и сегодня личность Иокинфа Бичурина остается интересной как в России, так и в Китае. Об этом можно судить по географии зрителей, которые сегодня пришли на мировую премьеру. Среди почетных гостей генеральный консул КНР в Казани Сянбо. В зале были студенты из Китая. На протяжении всего действа Иокинфу предстоит побывать в том числе в Пекине, где, возглавляя 9-ю русскую духовную миссию, он прожил 14 лет и создал первый китайско-русский словарь. Я очень много изучала китайской музыки, соответственно, прежде чем начать работать над китайским актом. И это действительно так, очень много китайской музыки, похожей на наши национальные мелодии. Удивительно просто. Это действительно так, об этом я знала, но когда углубилась, поняла, что это воистину так. Всю хореографию ставил известный балетмейстер Александр Полубенцев, которому удалось соединить на сцене традиции русского и китайского балетов. Для меня сегодня это событие, потому что появился новый сюжет в театре российском. Ничего подобного ранее не было. Да? Это вообще-то авантюра, когда директор мне предложил эту тему об исследователе Китая, монахе. Да, и меня это очень как-то заинтересовало, я решил, надо сделать. Над балетом работали около года. За это время в Казани написали либретто, музыку, разучили партитуру, поставили танцы, сшили порядка 300 костюмов. За дирижерский пульт встал казанец Айрат Кашаев. Она наша, это наша музыка, которая должна жить на нашей земле. И эту музыку, я надеюсь, также полюбит наш слушатель, как полюбили ее мы сами. Задолго до премьеры Иокинф называли самой интригующей, а сегодня и одной из самых масштабных премьер. Балет затронет две цивилизации и одну из самых выдающихся судеб, которую, как показало время, невозможно было не воплотить в искусстве. Рамиль Шайдуллин, Адель Мендубаев, ТНВ, Казань.